преддверии праздника Ид-аль-Фитр в Ингушетии пройдет благотворительная акция. Более 3500 семей получат продуктовую помощь, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Продуктовая помощь будет направлена многодетным семьям, инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, одиноким пожилым людям, семьям погибших правоохранителей и участников СВО, малоимущим и другим категориям граждан. Министерству сельского хозяйства поручено подготовить площадки для проведения акций. Ингушетия традиционно присоединится к международной акции «Сад памяти». Масштабная экологическая акция проводится по инициативе президента России в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны, отметил у себя в телеграм-канале глава республики Махмуд Али Калиматов. В этом году акция имеет особый статус и посвящена юбилейной дате – 80-летию Победы и Году защитника Отечества. 87 тысяч саженцев будет посажено в республике с марта по май на территории лесного фонда и в населенных пунктах региона. Основное мероприятие «Сада памяти» пройдет в середине апреля в городе воинской славы Малгобеке. Вместе с жителями республики в посадке 300 молодых саженцев примет участие глава республики Махмуд Али Калиматов. Новым мэром Агаса стал Муса Тимурзиев. Его избрали на заседании городского совета столицы. Муса Тимурзиев имеет опыт руководящей работы и предпринимательства. До назначения на должность мэра Агаса Тимурзиев занимал должность первого заместителя главы города Назрани, а до этого работал директором Дворца спорта Магас имени Берда Евлоева и имел опыт предпринимательской деятельности. Исмаил и Мухаммед Тахир Ханиевы завоевали золотые медали на первенстве Европы Ю-23 в албанской Тиране. В финале Мухаммед Тахир превзошел армянина Княза и Баяна, а на предварительной стадии выиграл у 3 соперников. Также 4 поединка провел в Албании Исмаил Ханиев. В решающем поединке он был сильнее азербайджанца Аганазара Наврузова. Братья Ханиевы на сегодняшний день тренируются под руководством Зелимхана Гусейнова. Дети сотрудников колоний, пожарных и спасателей получат приоритетное право на поступление в вузы. Такой закон вступает в силу 11 марта. Ранее льготы при поступлении в высшие учебные заведения системы МВД и Росгвардии имели только дети сотрудников указанных ведомств. Закон распространяет меру поддержки на детей пожарных, работников уголовно-исполнительной системы и спасательных воинских формирований, в том числе уволенных по выслуге, состоянию здоровья или в связи с сокращением, со стажем не менее 20 лет. Перечень вузов, соответственно, также дополняется учреждениями системы ФСИН и МЧС. Для получения преимущества выпускникам потребуется успешно сдать вступительные экзамены. Программа материнского капитала продолжит действовать до конца 2030 года. Соответствующий закон вступает в силу 11 марта. Благодаря такому решению право на материнский капитал получат еще около 5 миллионов российских семей. Напомню, с 1 февраля размер маткапитала был в очередной раз проиндексирован. Выплата составила 690 тысяч рублей на первого ребенка и еще почти 222 тысячи рублей на второго. Если же семья не получила сертификат на первого ребенка при рождении второго, ей теперь полагается 912 тысяч рублей. За умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из-за политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, станут сажать на срок до 5 лет. Такой закон вступает в силу 11 марта. Прежде максимальным наказанием за подобные преступления было 2 года лишения свободы. Если же такие деяния совершали из хулиганских побуждений, с помощью поджога, взрыва или другим опасным способом, а также действия преступника привели к смерти человека по неосторожности или иным тяжким последствиям, срок лишения свободы увеличивался до 5 лет.